Якутия – территория, на которой могла бы разместиться чуть ли не вся Европа. Красивейшие места, непредсказуемый северный климат и множество направлений. Многие отдаленные поселки и наследия уже давно не видели технику о 4 колесах. Все больше гусеничные траки и вертолеты. Пешие прогулки до цивилизации на 100 километров – это не дань традициям предков, это жизненная необходимость. Расстояние от Батамая до Сюгён-Кьёля 93 километра. Сюгён – один из самых ярых представителей отшельнического поселения. И не потому, что там живут люди, которые сторонятся цивилизации, а потому что цивилизация до сих пор не может добраться до них. Нет дороги. Изучая мировой опыт освоения Севера, учитывая проблему нехватки современной транспортной техники для арктических районов, известными конструкторами белорусского завода внедорожной техники были сконструированы и собраны вездеходы на шинах сверхнизкого давления. Они-то и стали основой для разработки новой усовершенствованной модели вездехода на базе Toyota Hilux Surf, собранной сотрудниками государственного учреждения пожарно-спасательной службы Республики Саха. У нас в России, у нас в Якутии, как и во всей России, одна беда. Дороги и все остальное. Да? Вот у нас очень большая проблема возникла по транспортному обеспечению населения Кобяйского района, села Сюгён-Кьёль, потому что к ним не летают самолеты, к ним не ездят машины. Единственный способ выбраться в большой город, в Якутск, это сесть на ракету в Батамае и в течение 3 часов добраться до Якутска. Но этому предшествует, как правило, 2-3 дня тяжелой пешей дороги по болотам, лесам, морям. В этом году нами создан новый автомобиль, мы решили его опробировать. Использовали базу японского автомобиля, российские запчасти российских и зарубежных производителей. Но автомобиль выдался, в принципе, удачным. Для проверки внедорожных способностей этих автомобилей правительством республики была поставлена задача об обеспечении транспортной связи между наслегом Батамай и поселком Сюгён-Кьёль. 26 июня экспедиция в составе 6 спасателей во главе с Евгением Барышевым на 2 вездеходах вышла из города Якутска. Запланировано поставить 2 вездехода, собранных и сконструированных в государственном учреждении пожарно-спасательной службы Республики Саха-Якутия для обеспечения населения, для перевозки населения из села Сюгён-Кьёль в село Батамай. Я думаю, что наши вездеходы, которые мы создали, превосходят аналоги, которые до сих пор были в Якутии. Есть на то, что производство таких вездеходов найдет поддержку в правительстве Республики Саха-Якутия. Хотелось бы, чтобы такие вездеходы в дальнейшем обслуживали не только населенные пункты Сюгён-Кьёль, Батамай, а также работали в других труднодоступных русах. Основной целью маршрута являлась техническая апробация вездеходов и проверка их на прочность в условиях полного бездорожья. Первым пунктом по пути следования экспедиции стало село Маймага. Именно отсюда спасателям предстояло переправить свою технику на другой берег реки Лена, в первый пункт назначения – наслег Батамай. Сейчас мы находимся на первом этапе. Это село Маймага. Готовим машины к переправе. Переправляться будем через реку Лена. Сейчас очень большая вода, ширина Лены здесь 15 километров. Мы планируем, что машины своим ходом форсируют эту преграду. И вот сейчас половина 7 утра. Я думаю, что к 12 полудню мы будем в селе Батамай. И наш путь продолжится дальше. На берегу образовался мобильный полевой лагерь. Перед сплавом участникам экспедиции предстояло усовершенствовать свои вездеходы, придать им максимальную плавучесть. Брус, гондолы от катамаранов, резиновые колесные камеры – все это должно было помочь в постройке плавучих конструкций для 2 больших вездеходов. Точка на 2 опорах. Почему на 2? Вот вынос здесь и раз, 2. И там 3 в конце. Почему? Вот Нет, конец он тут легкий. своя будет тут. Конец легкий. Нормально. А для центровки мы загрузим чем-нибудь.
Федя, Федор Михайлович, ты помни о том, что он сейчас не сам будет плыть, его надо будет тащить, поэтому нужно будет жестко. Но центровать все равно. Да, гондолу надо будет жестко придерживать, чтобы не выворачивало. Определившись с технологией строения понтона, спасатели укрепили каркас к днищу вездехода, а затем веревками привязали резиновые баллоны и гондолы. Спустя 2 часа плавучая конструкция была готова. Осталось испытать вездеход на воде. Под эту штуку, Сетку, а? И под раму. вот это... так. Их пару штук, что тут можно прикрутить. Не одну, а 2. 2 камеры. 2 надуть, да. Поместится как раз будет. И веревками их прихватить тут и там. А вот и момент истины. 2 вездехода, перевоплощенные в амфибии, готовы пуститься в свое первое путешествие по воде. Если эксперимент удастся, то техника, которую конструируют в МЧС Якутии, будет способна без чьей-либо помощи форсировать и водные просторы. А это уже первый шаг к выполнению главной задачи – попасть туда, куда раньше колесной технике вход был заказан. Первый готов. Второй готов. Готов. Второй заводись. Завел. Первый заводись. Завел. Минутная готовность. Не торопись, первый не торопись. Второй пошел. Первый пошел! Первый пошел. Первый пошел, пошел. Глушим. Глушитесь. Жопа на дне. Видите? Жопа на дне. А? Жопа на дне у него. Не пускайте. За шторами так хреново будет. Нормально будет. Жопа в воде. Что делаем, отцепляем? Все, отцепляй, отцепляй, отцепляй. Ой, бля! Первая попытка выхода в открытое плавание оказалась неудачной для Toyota Hilux Surf. Все-таки заполненные воздухом баллоны не обеспечивают должной устойчивости двухтонной машине. Также сказались и погодные условия. Ясная солнечная погода сменилась дождем и порывистым ветром. Но несмотря на первую неудачу, уже через час вездеход благополучно извлекли из воды. Учитывая его технические особенности, единственные восстановительные работы, которые ему понадобились, это замена масла и сушка салона. Это основное его преимущество и далеко не единственное. Автомобиль оснащен дизелем также японского производства. Дизель очень экономичный, позволяет с минимальными расходами топлива форсировать большие расстояния. То есть расход топлива где-то около 16-20 литров на 100 километров. Тем не менее, чтобы не тратить время, ожидая хорошей погоды, было решено сплавить внедорожники по одному. И вот картина, которой позавидовал бы сам Пикассо. Некий гибрид вездехода и катамарана ярко-желтого цвета посреди великой Северной реки. Норд дует. Норд бодрит наши ноздри. Освежает нас. Пьянит. Скажите, сколько мы уже идем по времени? 6 часов пути. Наш караван движется из Маймаги и приближается к населенному пункту Батамай, первому населенному пункту с верховья Лена в Кобяйском районе. После 8-часового сплава наш караван благополучно причалил к берегам наслега Батамай, где в тот же вечер часть экспедиции начала готовиться к основной цели маршрута.
Первая машина доставлена в село Батамай. Сейчас мы собираемся, отправляемся за второй машиной. Мы не смогли предугадать всех сложностей, которые нас ожидали при переправе машин. Очень сильное течение, большая вода, полное отсутствие песков. Течение на реке, как на горной реке, около 8 метров в секунду. Вот справились, чтобы избежать всех потерь. Добрались. Сейчас ребята размещаются здесь, пока машину готовят. Завтра с утра будем уже, наверное, выдвигаться на Сиген. Ну а мы сейчас поедем опять в Хатарык забирать вторую машину. И опять, наверное, на 7-8 часов дороги. Хотя туда мы доберемся за час, 60 километров небольших. Но Батамай нас встретил довольно дружелюбно, дождем. Дождь в начале пути — это счастье, удачи. Поэтому надеемся, что удача не отвернется от нас. Все будет у нас в полном порядке. На следующий день после короткой диагностики вездехода и нескольких часов подготовительных работ покоритель бездорожья был благополучно спущен на воду и под палящими лучами летнего солнца начал свой 8-часовой круиз. На этом и закончился первый водный этап испытаний для нашей экспедиции. Сняв все плавучие средства с машин, команде предстояло преодолеть основную часть маршрута – непроходимые участки дороги Батамай-Сёгён-Кюэль. Впервые по этим местам должны были пройти вездеходы поисково-спасательной службы МЧС Республики. А раннее июньское утро спасатели встретили в поселке Батамай. Этот населенный пункт является связующим звеном с отшельничествующим Сёгён-Кюэлем. Жители этого наслега не знают, что такое свежая газета. Информация доходит до них в лучшем случае двухнедельной давности. Почту привозят нам через ангары, на метеоре возят. А так как нету этой техники до Сигена, она у нас лежит. Бывает по полмесяца, по месяцу лежит. Что это не с кем отправлять, потому что транспорта вообще нету. На лодках люди добираются, кто пешком добирается, у кого лодок нет. Так что первым грузом первого экспериментального заезда вездеходов МЧС стала почта и посылки в Сёгён. Будет доставлена почта, значит и люди в скором времени перестанут совершать 100-километровые пешие переходы по тайге. Теперь будут сигенские с почтой у нас находиться, так как ребята будут сейчас постоянно возить почту. Теперь будут все корреспонденцию вовремя получать. Задержек уже таких не будет по месяцам, по 2 месяца. Проверив технику и пополнив запасы воды, спасатели вместе с проводником, жителем Сёгёна, еще раз обсудили маршрут. Лучше медленно нам ехать, чем быстро идти, да? Поэтому потихоньку поедем. Ну, посмотрим, как этот покажет, эта Да. техника. Ну, а то, может, блин, Да. обратно приедем. Через час. Покажет-то, можно нажать. А если ты говоришь, по колено в воде шел, то болото там, Бадранду, Алыду. Ну, я это месяц назад, Назад, да? не вперед ездил. А. Это в начале Сейчас июня. как думаешь? Сейчас, думаю, чуть-чуть упала. Где-то, ну, до сюда 87 километров, да? По дороге, да? По дороге, зимнику. Зимнику. А по летнему он 90 считает. Есть. Техника под чутким присмотром спасателей оправилась от водного путешествия и теперь готовилась к самому серьезному испытанию. Именно от того, как покажут себя новоиспеченные внедорожники на этом отрезке пути, будет зависеть и будущее отдаленного поселка и его жителей. Так, начинаем, да? Сегодня 30-е, 29-е, да? 30, сегодня 30 июня 2007 года. Вездеходы прибыли в Батамай. Первый этап нашего пути село Сёгён-Кюэль, 97 километров по бездорожью. Первое, что мы туда везем, это почту для людей. Я думаю, что все у нас получится, мы справимся. Ну, пока просто рекогносцировочный выезд. Потом уже будем возить не только почту, людей, и продукты питания. Если будет необходимость, то будут работать и оказывать и медицинскую помощь. Поэтому пожелайте нам удачи, мы отправляемся. Ровно в 12 часов пополудни экспедиция, оставив позади поселок Батамай, начала движение в сторону Сёгён-Кюэля.
В начале пути, как и положено по местным обычаям, спасатели совершили традиционный обряд всех путешественников. Совершаем обряд, просим дорогу, чтобы была к нам благосклонней. Расстояние от Батамая до Сигёнкьёля 93 километра. В сухую погоду на тракторе преодолеть это расстояние можно за 2 суток. В дождливую уходит целая неделя. Отважные жители пешим ходом осиливают этот маршрут за 1,5 суток. Согласно словарю Даля, дорога – это ездовая полоса, накатанная или нарочно подготовленная различным образом протяжение для езды, для проезда или прохода. Но, как водится, в России 2 беды. И с одной на протяжении всего пробега мы пытались справиться. Уже через первые 10 километров стало понятно, что это будет непросто. Что, как дорога? Дорога для наших вездеходов. Попробуем форсировать в этом месте. Но вроде бы такое не глинистое. Первым пойдет желтый на постраховке, если что. Если плохо, то будем стараться там делать и лебедками утягиваться. Непроходимые болота и глиняная поверхность – все это свойственно такой местности. Как показывает карта почвенно-географического районирования, эта территория находится на границе среднетаежной подзоны и подзоны северной тайги. В основном выделяются 2 района – горно-галечных щебнистых почв в сочетании с торфянно-болотными. Все это, несомненно, осложняет и делает практически невозможным дорожное сообщение между поселками. Здесь еще закидаем вон на той стороне, потому что там глина присасывается колесо. Если присосется, не отпустит. Но, несмотря на все трудности и препятствия, вездеходы справлялись с задачей достойно. Одна из конструктивных особенностей таких вездеходов состоит в том, что на них установлены колеса с шинами низкого давления. Это позволяет передвигаться по ранимой северной почве, не нанося ей ущерб. Размер одного колеса составляет 1,30 м на 50 сантиметров. Это и дает возможность успешно проходить как горно-таежную местность, так и болотистые участки. Автомобиль имеет довольно высокую базу, клиренс у него порядка 70 сантиметров. Колеса на пневматиках сверхнизкого давления, что позволяет проходить топкие места, алы, мари, не нарушая естественного растительного покрова. Так мы и шли, преодолевая километр за километром, казалось бы, непроходимых мест. По всему пути следования нам не раз встречались дикие животные. И это неудивительно, ведь дизельный двигатель очень тихо работает, а вездеходы проезжают быстро, не спугивая обитателей тайги. Машины идут очень ровно, в кабине сохраняется и регулируется необходимая температура. Практически на любом сложном участке можно спокойно пить чай и даже делать записи о происходящем. Удивляло и то, что мы с комфортом достигали те места, куда с большими трудностями местные жители добирались пешком. Салон очень комфортный, оборудован кондиционером, оборудован
ну, люксовый салон, то есть в нем, в принципе, можно спрятаться и от гнуса, который здесь находится в большом изобилии. Можно в холодные вечера находиться в комфорте, в тепле, а в жаркий день в прохладе. В течение нашего маршрута не было больших поломок, но все же были кое-какие неисправности, которые давали небольшую задержку в пути. Но на то и испытание, чтобы выявить погрешности даже хорошей техники. В результате рессоры вниз ушли, изменился угол центровки карданного вала. То есть уже угол изменился, и на крестовину выпала очень большая нагрузка. Крестовина не выдержала, сломалась. Сейчас вот меняем крестовину и продолжим путь. Ну, я думаю, что разгрузимся немножко, из кузова перегрузимся на прицеп и поедем дальше. Еще в Якутске команда подбиралась таким образом, чтобы в дороге можно было оперативно произвести ремонт. И потому, благодаря профессионализму и опыту наших спасателей, никаких проблем с починкой вездеходов не возникало. Мы сейчас приняли решение поставить на колодки, чтобы рессора дальше не прогибалась, увеличим отбойник до критического момента. Вот сейчас мы подберем хорошую древесину соответствующих размеров и поставим туда. Вот мы поставили отбойник деревянный. У нас рессоры оказались не приспособленными, волговские рессоры, вот даже усиленно они прогнулись и просели. Поэтому мы ставили вот такой отбойник с таким запасом, но этого запаса нам не хватает. Вот угол атаки кардана меняется, и в 2 раза уже выломали крестовину. Потому придется пока ставить вот, еще меньше, уменьшить ход отбойников. Всего пути спасатели не только прокладывали новый маршрут, но и укрепляли старые пути, а имеющееся на борту оборудование позволяло в несколько раз облегчить эту работу. Укомплектовано полностью. Есть электрогенератор стемповский, который выдает 4 киловатта электричества. Это позволяет проводить на месте и сварочные работы, и другие электрические работы. Болгарку подключаем. Ну, я думаю, что это уже не первенец, это у нас уже 3-я машина. Поэтому, наверное, над этой моделью мы будем дальше работать, и такие модели мы будем предлагать для использования у нас в народном хозяйстве. Если в прошлом году по этой дороге и ходили какие-то трактора, то нынче мы были первопроходцами. Да и прохождение этого маршрута внедорожниками летом было впервые. Поэтому на пути, как и полагалось, встречались поваленные деревья. Как говорят местные жители о своей дороге, дороги нет, одно направление. Так и было, и наше привычное представление о дороге плавно сменялось ее отсутствием. Но в некоторых местах все же встречались заброшенные мосты и переходы через многочисленные горные речки, пересекавшие некогда действующую автомагистраль Батамай-Себянкиёль. Строим переправу, мост. Ручей, крутые берега. Хотели перейти на лебедки, но берега не позволяют. Поэтому мы решили немножко расширить его, чтобы колесо умещалось. Машина у нас пошире, чем техника, которая здесь ходит.
Вездеходы с легкостью преодолели расстояние 50 километров от Сибянкиоля. Это была середина нашего пути, где и был организован первый привал нашей группы. Рыбацкая хижина на берегу озера приютила спасателей, хоть как-то скрасив впечатление от тяжелейшей дороги. Здесь будет пролегать один из центральных туристических маршрутов в республике. Прекрасная рыбалка, щуки, окунь. Я думаю, что есть что посмотреть, есть что показать, глаз радует. По ходу маршрута мы пользовались спутниковой системой навигации и картой местности. Во время полевых ночевок в кабине машины можно было достаточно свободно отдыхать. Наличие экономичного подогревателя на солярке позволяло спокойно заглушать дизельный двигатель на ночь. Практически вся дорога насыщена марями, редколесьями, горельниками. Поэтому для того, чтобы осуществлять перевозки людей из Сигенкёля в Батамай, пришлось потрудиться, то есть в марях закладывать дополнительные проезды, оборудовать их для движения автотранспорта. В прошлом совхоз «Миллионер Сигенкёль» поставлял для всей страны пушнину и занимался оленеводством. Нынче жителям Сигена выбраться из поселка удается лишь раз в году по зимнику или во время половодья по горной реке. Автомобильная дорога не используется с тех самых пор, когда поселок гордо носил имя совхоза Кировский. В советские времена здесь пролегала трасса Батамай-Сибянкиёль-Батагай. Каждую неделю между поселками курсировали большегрузные автомобили. В конце 80-х началось строительство насыпной дороги, по которой можно было проехать и легковому транспорту. Но спустя 2 года строительство остановилось на 10-километровой отметке. Причина тривиальна – отсутствие финансирования. Спустя 15 лет и от совхоза ничего не осталось, и в поселке всего 4 улочки, да и население не более 500 человек. Скажите, как у вас тут транспортное сообщение в Сигенкиоле? О, транспортные. У нас только автозимником дорога есть, а летом только по Тумаре на лодке ездим. Все, у нас только зимой автозимником. Больше дороги у нас нету. По этому маршруту на памяти людей, проживающих здесь с рождения, никогда не были обеспечены транспортные перевозки. Поэтому я думаю, что мы первые пришли сюда, выполняя указ президента по транспортному обеспечению малонаселенных пунктов республики. С целью восстановить транспортное сообщение даже хотя бы на лето, наша экспедиция медленно, но верно двигалась к пункту назначения. Там нас ждет горячий обед, баня, сухая одежда, ну и 100 грамм. Так что будем ползти вперед. Впереди, в нескольких километрах от поселка, нас ждала болотистая местность – Алы. Ее-то нам и предстояло форсировать. Но и с этой задачей внедорожники легко справились. При пересечении таких мест днище вездехода не касается воды и грязи, что многократно усиливает его проходимость, а небольшая масса и широкие колеса позволяют устойчиво держаться на поверхности. Благодаря уникальным особенностям вездехода мари были преодолены.
способность передвигаться как по воде, то есть он имеет запас плавучести. Также он способен ходить и по мелколесью, то есть у него передняя база позволяет валить этот лес и продвигаться по труднодоступным местам. И вот на горизонте появилась долгожданная финишная прямая, последняя стоянка, водружение флагов и вперед к заветной цели. Теперь спасателям предстоит нелегкий труд по обеспечению жизнедеятельности населения Кобяйского района. Несомненно, производство подобных вездеходов в городе Якутске позволит обеспечить ими всю республику. Это не последний наш образец, и в дальнейшем мы предложим нашему населению республики еще не один автомобиль. Я думаю, что наш подчин поддержит правительство, и такие машины будут находиться не только в Кобяйском районе, а также в других районах. Также они будут обеспечивать нужды тружеников нашей республики. 90 километров сплошного бездорожья, по которому не ходят трактора и вообще никакая другая техника, где, казалось бы, передвигаться можно лишь по воздуху, мы доказали, что созданная нами техника находится на уровне мировых стандартов и способна обеспечить потребности населения на трудно отдаленных участках и осуществлять перевозку пассажиров и груза в самые отдаленные уголки нашей республики.